Всем большой привет. Мы с Туланом собрались на вторую избу. Будет поход, первый большой поход в этом году на лодке. Едем на самодельной лодке. Моторка 9.8 Микатсу. Сейчас сперва доедем до первой избы, там остановимся, посмотрим избушку и дальше в путь. А вам приятного просмотра. Давайте съездим на несколько дней. Такой поход получится. Ремонт избы, жизнь в тайге. В общем, что как будет, буду снимать, показывать. Как всегда загрузился. Очень много. Ладно. Погнали. Ленли. Ну вот первая остановка. Доехали до первой избы. Посмотрим, что и как тут. Мотор как-то с перебоями. Небольшой, но перебой какой-то есть. Какой-то цилиндр нестабильно работает. Не знаю. Пока едем, а там видно будет. Вода большая, дофига воды еще. На улице очень холодно. Местами даже снегопад начинается. Вот тут еще остатки снега. Птицы поют. Ну и северо-западный ветер. Смотрите, такое ветрище, 15 метров в секунду сегодня. Лес, тайга шумит. Баня наша
Вот так мы на мотособаке приезжали, вот так оставляли. Вот такая картина, ребята. После зимы здесь надо немножко подубрать все это, как сказать, щепки. Тулан, хватит, вон! Достал уже ссать ты. Неугомонный бегает. Тут смотрите, сколько воды. Ну, я не знаю, намного затапливало, но сейчас в данный момент вон там она. Вот это ветрище, ребята. Северный ветер. Такой дубак. Чё, дракерка? Сейчас немножко я тут поубраю. Немножко поубраю. Ну, избушка все хорошо, двери открыты, нам никого и не было тут. Видно, никто не приходил. Все отлично. Вот это почему немножко открыто. Мыши могут залезть. Наверное, еще не было их там. Но когда все открытым оставил. Ну, это, наверное, мой косяк, это, наверное, я сам забыл закрыть. Так, все нормально тут, все хорошо. Так. Ладно, сейчас я граблями немножко уберу вот это все, щепки, потому что если сейчас не убрать, трава выйдет, и лучше сейчас я этим займусь, где-то полчаса территорию поубираю. Да, после зимы всегда такие подснежники вот выходят. Это шашлыки жарили. Получается, мы ну так немножко мусора, не так много. В одну кучу пособираю. Вот эти щепки тоже. Вот. Чуть-чуть. Там вон тем тазиком беру. Ну, в общем, такое вот начало уже похода. Начинается с таежного быта, понимаете? Это каждый раз приходится делать. Чужие не будут, конечно, этим заниматься. Они приедут, переночуют и дальше в путь. А хозяину все это приходится убирать. Вот. Поддерживать все хозяйство. Вот и здесь еще уберу немножко и газку дальше поедем. Здесь еще эти поддувалы открою. Чуть не забыл. Опачки. Так, пускай тут лежит. Веревка сгнила. Вот. Ну, в принципе, еще тут что надо я убрал уже. Здесь немножко. И там поляну все убрал. Еще вот там небольшая кучка, надо тазиком отнести. Все в чистоте порядка оставляем территорию. Ну и еще тулана, блядь, ждать придется. Ушел опять. Может, хрен пойми, сколько он будет ходить. Бывает, на час пропадает. Не знаю, ребят. Жду его. Как придет, сразу поедем. Объявился где-то. Он где-то там, он лает. На озере, может. Недалеко. Вон утка, ребят. Кряквы. На посадку. Сядут сейчас. О, хорошо сели. Две кряквы. Сейчас подойду поближе, подниму их. Самка еще не на гнезде, между прочим. Пара летают.
самка. Вон, сейчас поднимутся. Самочка впереди, как всегда. Опа, вон. Поднялись. Улетели. Две кряквы. Так, где же тулан? Чего он не идет? Лодка поднимается. Да. Илья с Ванькой. Илья с Ванькой пошли. Где же тулан? Ё-моё. У них Nissan Marine 9.8. Блять, схожу на быстрее получится. Позвать его. Где-то на озере он на. Схожу, прогуляюсь это. Вот тут вода. Вот сколько еще. Вон и опять утка. Одна. Тоже кряква. Тоже кряква. Не знаю. Просто вот на глаза попалась. Отсюда не взлетела. Приходится ждать, что поделаешь. О, вон он. Пошли, туда. Сзади меня уже пришел. Весь сырой. Лох, Мунан. Где ты бродил? Пошли, Мунан. Давай. Лох, туда. Достал уже на. Неугомонный. Короче, он появился со стороны избы. Видать, уже с дороги он где-то прошел другим путем к избушке и оттуда уже меня догнал. Я так думаю. Все, сейчас уже газку поедем дальше, ребят. Иначе удачи не видать. Время теряем. Все. Поедем. Сейчас его на поводок не буду сажать. Сейчас он будет свободный. Эй, искупался. Опачки. Койле. Такс. На обратном пути, может, еще остановимся.
заехал на Таежную речку. Первый валежник уже, вон, смотрите. Этот проходимый, сможем проехать. Вода спадет, надо спилить. Обязательно спилим. На средних оборотах здесь буду идти. Потому что крутые повороты, вода большая, и можно встретить там встречную лодку. Спокойно будем идти. Если будет что интересно, буду включаться. О, бля, и вон там снова. Почти на каждом повороте вон. Здесь, наверное, уже срубить придется. Ну вот такие препятствия с первых поворотов. Прям с первых поворотов вот такие нехорошие. Так. Так. Вот так подумал. Здесь сперва, наверное, вот вершинку спилить. И потом камлевую сторону. Потом это все, наверное, возможно, сломается и течением повернет. И на повороте опять застрянет. Я думаю, это самый лучший вариант. Конечно, 2 человека здесь, если было бы, очень здорово. Чемпион тоже не очень, скажу вам, пила для таких работ. Ну, надо что-то делать, как ни крути. Этого. Такс. Как-то странно все завис тут. Короче, не разобрался пока, что делать. Блядь.
толстый, ё-моё. Надо спасаться. Надо спасаться отсюда. Блин, поймешь, как поведет эта камля. Зацепит, блин. Все. Поперек встал, как назло. Тулан где? Вот засада, а. Ладно, может провиснет и уже на обратном пути спилю. Сейчас трогать не стану. Поперек встал еще. Тулана надо взять. Все, я его возьму. Лох! Лох где? Лох! Лох где? Лох! Лебедку не взял, бля, думал, вода большая. Препятствий нет. Ага, нету. Везде кругом. На себе. Чё-то затор на заторе, блин. Так. Ерунда и держит, на. Ерунда и держит. Так. Если вот эту иву, вот немножко ива держит тут. И на том берегу еще. Что-то одно дерево, наверное. Вот, блин.
Так, мне надо понять, что как тут. А где что тут держит ими? Интересно. Дай-да-дай. Дай-да-дай. Так. Так, если бы там сучьев не было, я бы просто разогнался и проехал. No problems. ММС. Так, ладно. Пока пилить ничего не стану. На обратном пути, наверное, здесь проеду. Или же придется вон там. И его срубить и уже там пройти. Так, ладно. Ничего страшного тут нету пока. Но лебедку, ребят, зрители, в любых случаях с собой берите. Я сегодня без лебедки и уже мне как-то не по себе. Так. Мон. Ладно. Мне надо как-то упор какой-то. Упор нужен. Чё? Речку не чистите. Опа. Попробуй. Приезжай, почисти. Я понаблюдаю, как все это будет происходить. Начало не очень. Начало не очень. Это считай, сейчас вода упадет вообще.
Не очень приятно будет ехать. Бля, не успел газовать. Чё там, винт что ли держит? Ты смотри, закрутила. Пихтач не отпускает нас. Наверное, придется обратно плыть. Здесь река напрямик идет, как бы берег смыло и идет. И здесь получается такой кармашек, накопитель этого всего мусора. Вон, смотрите, не прошла и здесь застряла. Ну, река вообще вот тут себе дорогу пробила. Две утки сейчас, два черка поднялись. Ну, у меня камера была выключена. Сейчас, ребят, здесь проскочим. На обратном пути уже будем пилить. Сейчас трогать ничего не стану. Вот с берегом ушло дерево. Даже две. Там сосна и береза. Очень большой напор воды. Опасный. Это проходимо еще. Трогать ничего не станет. Но в этом году еще больше затора получится. Не очень приятно. Вода упадет, очень много придется пилить. Короче говоря, я там возле первой избы говорил, что с перебоями мотор работает. На малых и на средних оборотах хорошо идет. Газ куда? Начинаются как будто вот рывки. И эти рывки не от того, что один цилиндр не работает или плохо работает, а у меня высота корма, наверное, неправильная. Мотор чуть-чуть надо еще ниже сделать, и хорошо пойдет. Вроде 38 или 39 сантиметров я сделал. Вот на полных оборотах, вот рывки есть. Это неправильно, корма у меня чуть-чуть. Вот, сейчас полный начинается. Вот. Как будто воды не хватает. А так идет хорошо. Поправимо, ребят, если что. И не критично это, не критично. Сейчас посмотрим, на расход топлива повлияет или нет, какой расход топлива будет.
быстро нам не стоит, потому что подводных коряк просто очень много. И залетишь, блин, запасного винта у меня нету. Бобров пока тоже не видел. Странно. Обычно так едешь и встречаешь весной. Пока никого не видели, только